Россия. Сотрудники ФСБ застрелили таджика. Таджикистан. Штаб по борьбе с коронавирусом запретил Идгардак. Туркменистан. Курбан-Байрам придется отмечать дома из-за пыли. 27 июля ФСБ России сообщила о ликвидации так называемого террориста в подмосковном городе Химки. По версии спецслужб, 19-летний таджик Адил Каюмов якобы планировал устроить теракт в местах массового скопления людей. Правозащитник и президент Общества политических иммигрантов Центральной Азии Бахром Хамроев назвал спецоперацию ФСБ по предотвращению теракта повторением их предыдущих операций с участием мигрантов. Он усомнился в связи погибшего с сирийскими военизированными группами и уверен, что нашел несостыковку в истории ФСБ о том, что Каюмов вышел с автоматом из заброшенных гаражей в Химках и собирался отправиться в парк Горького, чтобы стрелять в людей. По мнению Хамроева, вся операция ФСБ была неуклюжей попыткой российских властей отвлечь внимание общественности от акций протеста в Хабаровске и других городах Дальнего Востока. Напомним, что менее недели назад российские спецслужбы уже провели в столице и разных городах Сибири и Дальнего Востока несколько спецопераций по задержанию так называемых террористов, в результате которых были задержаны и арестованы несколько десятков выходцев из стран Центральной Азии. Уже 29 июля в Санкт-Петербурге была проведена новая спецоперация. Задержана группа выходцев из Таджикистана, снова по подозрению в так называемом терроризме. А в отношении одного из них, Камилова Идибека Баладжоновича, возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности путем финансирования», сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие». Правозащитники отмечают, что трудовые мигранты из Центральной Азии все чаще становятся либо жертвами политических игр российской власти, которая уже давно привыкла гасить протесты оппозиции и объединять народ неожиданно произошедшими или предотвращенными терактами, либо жертвами экономических интересов руководства спецслужб, которые, раздувая так называемую террористическую угрозу в России, получают из федерального бюджета баснословные суммы на борьбу с этой несуществующей угрозой. Ситуацию прокомментировал таджикский блогер из Таджикистана Абдулло Аббосов. امروز مهاجران مهنتی از آسیا میانه در طول سالهای دراز Трудовые мигранты из Центральной Азии уже и так являются жертвами колониальной экспансии России, которая оставила после себя в регионе диктаторов-секуляристов, не способных обеспечить население даже рабочими местами, зато у которых очень хорошо получается бороться с исламом. И теперь эти мужчины, которые вынуждены находиться вдали от семьи годами, выполняя самую тяжелую и унизительную работу, подвергаясь постоянным попыткам обмануть и обобрать со стороны работодателей и полицейских, вот этих людей российские спецслужбы в итоге назначают террористами, забирая их жизни и свободу, просто потому, что им понадобилось в политических или экономических целях. И это в России очевидно всем. Однако почему-то ни российские оппозиционеры, ни российские независимые СМИ не освещают эту сторону, предпочитая обходить стороной токсичную тему терроризма, которая несет для них имиджевые риски. موضوع تروریسم را که برای آنها خطر تصویری دارد کوشش میکنند به اعتنا بگذارند. باید نادیده نگیریم لیکن چی طوره که میبینیم خواهیم نخواهیم مردم که اید Республиканский штаб по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения новой инфекции COVID-19 запретил праздничные гуляния в день праздника Иди-Курбон. Как отмечается в сообщении указанного штаба, данное решение принято, как они выразились, в целях сохранения общественного здоровья и предотвращения появления второй волны коронавируса COVID-19 в Таджикистане. В этой связи, согласно решению Республиканского штаба по предотвращению распространения коронавируса, запрещено проведение каких-либо скоплений людей, хождений по домам, а также праздничных гуляний в день праздника Иди-Курбон. Комитету по религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов поручено совместно с исполнительными органами государственной власти областей, городов и районов и постоянными местными комиссиями усилить разъяснительную работу среди населения по соблюдению этих требований. Напомним, ранее глава Совета улемов Исламского центра Таджикистана в ходе пресс-конференции объявил о том, что в этом году праздник Иди-Курбон пройдет без коллективной праздничной молитвы.
ид ба намоз ай бенамоз шакбар. Тем временем жители столицы сообщают, что с 17 августа в общеобразовательных учреждениях могут начаться занятия. Об этом учеников и их родителей предупредило руководство школ. Почему совершение праздничной молитвы несет в себе эпидемиологические риски, а занятия детей в школе нет? Недоумевают горожане, поражаясь двойным стандартам властей в принятии карантинных мер. خیل ایدای پیش نقض بود که آزاد اید میکردیم حاضر карантине گفته نمیمونن. В Туркменистане гражданам рекомендовано из-за некой вредоносной пыли отмечать Курбан-Байрам дома. Такое сообщение распространило 27 июля Госинформагентство ТДХ. В эти дни в связи с повышенным содержанием в воздухе вредных для здоровья пылевых частиц рекомендуем использовать медицинские маски, сохранять безопасную дистанцию в 2 метра, а также, ограничив массовые мероприятия в дни празднования Курбан-Байрам, отмечать его дома. Цитирует ТДХ издание «Хроники Туркменистана». Напомним, что власти Туркменистана и по сей день отрицают наличие в стране заболевших коронавирусом, что же стало предметом шуток и издевательств над ложью со стороны режима Бердымухамедова. В стране закрыты все места массового скопления людей, введен обязательный масочный режим, однако все эти действия власти объясняют борьбой с пылью, которая, по их словам, способна нанести непоправимый вред здоровью жителей страны. viloyatning xalaj etrofining yashashi muhim